Приветствую, дорогая церковь. Sveicinu jūs, dārgā draudze! В первую очередь я хочу напомнить каждому из вас Pirmkārt, es gribu atgādināt katram no jums, и тем, особенно, которые смотрят нас в эфире, un īpaši tiem, kuri skatās mūsu ēterā, вы храм святого Бога. jūs esat svētā gara mājoklis. Он навсегда вселился в вас. Viņš uz visiem laikiem iemājoja jūsos. Прекрасное прославление. Brīnišķīga slavēšana. Люблю переживать эмоции, Es mīlu pārdzīvot emocijas, но они пройдут. Вы bet это tās знаете. paies, jūs zinat. Но вы остаетесь храмом. Bet jūs joprojām esat Dieva И templis. ни один ваш поступок не может отвратить Бога от вас. Neviena jūsu rīcība nevar novērst Dievu no jums. Вы святые Божьи люди. Jūs esat svētā Dieva tauta. Иисус выбрал жить и царствовать через вас, то, что говорила. Jēzus izvēlējās valdīt un būt caur jums. Великое поручение. Вы слышали такое? Liels uzdevums. Esat tādu dzirdējuši? Марка 16 глава, Marka 16. nodaļā. 15, 16, 17, 18 No стих. 15. līdz 18. pantam. Проповедовать до края земли, Pasludināt līdz pasaules malai, исцелять, воскрешать, dziedināt, augšām celt, изгонять. izdzīt. Великое поручение. Liels uzdevums. И это слова Иисуса, который живет во всех нас. Un tie ir Jēzus vārdi, kurš dzīvo ikvienā no mums. И какое сегодня сформировалось в Церкви Божьей, может быть, в Антарктиде, не здесь, наверное, Un kā izveidojās tagad varbūt kaut kur Antarktīdā, ne šeit laikam, отношение к великому поручению. tā kā mūsu attieksme uz lielo uzdevumu. Не хочу, не получается, нет времени. Negribu, neizdodas, nav laika. И вы знаете, я ко всему тому, чем хотел поделиться, Un pie visa tā, ar ko gribēju dalīties, я переживал такое, знаете, праздничное настроение. es pārdzīvoju tādu svinīgu, tādu garastāvokli. Или понимание, что Церковь Новая Жизнь, она перешагнула очень важный и серьезный порог. Par to, ka draudze jauna dzīve pārgāja tādu pāri slieksnim, ļoti svarīgam slieksnim pāri. Сейчас объясню. Порог роста, Paskaidrošu. Augšanas slieksnis, порог возрастания. izaugsmes. Мы много говорили о пятигранном служении. Mēs daudz runājam par piecšķeltnīgu kalpošanu. И вот сегодня Un šodien уже происходит не вот это, у нас начнется, мы сделаем, мы это, ne šis, mēs sāksim, mēs darīsim, мы возрастаем, mēs izaugam, когда-нибудь Бог начнет делать. kaut kad Dievs darīs. Сегодня уже видно. Šodien jau var redzēt. Еще раз скажу, по прославлению сегодня видно. Vēlreiz Порог šodien pateikšu. переступили уже существующие реальности, а не ожидания будущего. Vēlreiz pateikšu, pēc slavēšanas mēs pārkāpām šo slieksni nevis kā sagaidīšanu, bet realitāti. И вот пятигранное служение, служение евангелизма, Piecšķeltņu kalpošana, evaņģēlijas sludināšana, которое каждому Иисус серьезно повелел, потому что Он Господь, не только заботливый Папа. Jēzus katram mums ir pavēlējis, viņš ir kungs un ne tikai mums tētis. И я продолжу после ролика, Es turpināšu pēc клипа. Мы такой сварганили. Mēs tādu sacēlām, tādu uztaisījām. Привет, я Фомич. Labdien, ar jums ir Marks. Sveiki, esmu Judīte. Всем привет, с вами Фомич. Hello. Visiem sveiki, ar jums ir Marks. Привет, я Фомич. Hello everybody. Hello everybody, it's me again. Всем привет, я Фомич. Сегодня поговорим, как отличить добро от зла в сложных жизненных ситуациях. Я вам расскажу пример. Есть такая профессия — распознавать фальшивые деньги. И люди, которые распознают фальшивки, они не изучают фальшивые деньги. Они хорошо выучили, как выглядят настоящие деньги. И когда видят фальшивку, они понимают — это подделка. Оригинал один, а фальшивок много.
Идеально изучить настоящее намного легче и надежнее, чем изучать много фальшивок. Недавно, в 25-26 части, я рассказывал вам про 10 заповедей. Изучив все заповеди, мы узнаем ту самую оригинальную валюту, из-за которой вся наша жизнь становится успешной. Вот 2 простых шага. Первое. Внимательно читая Библию, вы узнаете любовь Бога. Второе. Молясь, мы входим в близкие отношения с Богом. В итоге вы получаете предупреждение и защиту. А я Фомич. Желаю вам быть умными и настойчивыми. Пока. Вот, да, пострелять надо было, да. Не просто я здесь лозунги кидать. Es neesmu šeit, lai vienkārši lozungus tā metātu. Ура, давай! Urā, uz priekšu! Это немножко отчет, Tas ir maz drusciņa atskaite. что мы силами подростков, Mēs ar jauniešu spēkiem, как команда евангелистов, kā evaņģēlistu komanda, делали, кто участвовал. veidojām tas, kas piedalījās. И что очень важно, Kas ļoti svarīgs? позвать сейчас, я хотел бы позвать, попросить прийти сюда подросткам Es gribu aicināt pusaudžus atnākt šeit. Филипп, Filips, Юдīte, Judīte, Дан, Цавий, Dans, Sabijs, Настя, Томас, куда без них, Nastja, Томас. Tomas. Придите, пожалуйста, Маркус, Nāciet šeit, Markus. прямо наверх, окей. Вы знаете, Ziniet, как у нас все происходило, Придончик. kā mums viss notika? Была необходимость, мы между первым и молодежным служением Bija nepieciešamība starp pirmo un otro kalpošanu. мы бежали в любую кафешку, Mēs skrējām uz jebkuru kafejnīcu, чтобы успеть, lai paspētu. и там учились. Un tur mācījāmies. Учили тексты, составляли тексты. Mācījāmies tekstus un sastādījām tekstus. Ребята сбивались. Jaunieši tā kā, nepareizi darīja, kļūdījās. Да, но я наслаждался этой мужественностью, Bet es to visu baudīju redzot. что иногда они не успевали покушать, Viņi citreiz pat nepaspēja paēst, но они говорили слово. bet viņi runāja vārdu. И что примечательно, в кафешках были люди, и везде затихали разговоры. Un pārsteidzoši kafejnīcā bija cilvēki, un visas sarunas beidzās apklusē. Потому что они говорили о Боге. Tāpēc, ka viņi runāja par Dievu, И все замолкали. un visi apklusa. И люди были вынуждены слушать слово Евангелия. Cilvēki bija spiesti klausīties evaņģēlīja vārdus. Это было мощно. Tas bija spēcīgi. Один раз у нас был казус, когда бесы там проявились. Bija vienreiz kaut kāds negadījums, kad ļaunie gari izpaudās. Но это немножко книги деяний, Bet друзья. tas ir nedaudz no apustuļa darbiem. Это когда пошли, делали, когда Слово Божье работало. Kad gāja, darīja un Dieva vārds strādāja, И кажется, ну ладно, еще одно служение, еще что-то там. un šķiet, jā, tur kaut kas, vēl viens dievkalpojums, Но что мы достигаем? bet ko mēs panācām? Пытаюсь приземляться. Что мы достигаем этим? Ko mēs panākam? Первое. Pirmais, Сознание ребят jauniešu apziņa и в любого человека, un ikvienam cilvēkam, кто будет участвовать и присоединиться к нам. kurš ņems dalību un pievienosies mums. Ой, окей. Не в воскресном формате, что Ne очень важно. svētdienas formātā, В течение недели nedēļas garumā, нести ответственность перед Иисусом, nest atbildību Jēzus priekšā, составлять тексты,
sastādīt tekstus, находить время в своих жизненных графиках atrast laiku savas dzīves grafikā, для того, чтобы планировать, lai plānotu, проявляться, izpausties, бороться с собой, формируя характер, cīnīties ar sevi, veidojot raksturu, работая на отдачу. strādājot uz atdošanu. Не что мне любимому, Neko man mīļotam, на отдачу. bet uz Что atdošanu. еще, Иисус, я могу сделать в рамках великого поручения? Ko Jēzu es vēl varu darīt lielo uzdevumu rāmjos? И мужество, Drosme, послушание, paklausība, целеустремленность, mērķtiecība, способность себя в этом мире представлять, tāda spējas sevi šajā pasaulē stādīt priekšā. потому что вообще ни разу просто поболтать на камеру это легко. Vienkārši parunāt uz kameru, tas ir ļoti vienkārši. Nav vienkārši. Nav vienkārši. Tas Nav ir ļoti vienkārši. grūti. Tas ir ļoti grūti. Это очень tяжело. Поэтому, дорогие друзья, Tāpēc, dārgie draugi, это мужественные Божьи люди, tie ir drosmīgi Dieva ļaudis. это ваши дети, Tie ir jūsu bērni. это наши дети. Tie ir mūsu bērni. Это результат работы церкви. Tas ir draudzes darba rezultāts. И вот этот порог, который мы переступили, что вот эти зародыш, мы еще не начинали даже. Šis slieksnis, kuram mēs pārkāpām pāri, un šie pirmie tā kā pumpuriņi, pat neesam Служение sākuši. церкви там. Draudzes kalpošana ir tur, Да, извини. В общественных местах. sabiedriskās vietās. И первая просьба. Un pirmais lūgums Родители. - vecāki. Я знаю, что есть некая, хочу говорить слово проблема, есть некая такая необходимость. Es zinu, ka ir tāda, tagad nepieciešamība, negribu teikt, ka tā ir problēma. Как научить наших детей, Kā iemācīt mūsu bērniem, как самим начать kā pašiem iesākt, служить Богу в этом великом поручении. kalpot Dievam šajā varenajā uzdevumā. Нам нужны в команду еще люди. Mums komandā vajadzīgi vēl cilvēki. У нас не все говорящие головы. Mums ne visi runājušās balsis. Ну, так говорят в tā runā, интернет-эфире tā, среди интернет. блогеров. У нас прекрасный редактор Настя. У Mums ir нас, brīnišķīgs redaktors Nastja. у нас прекрасный видеомонтажер Дан. Абсолютно Mums ir Dans, безотказный, brīnišķīgs прекрасный video montieris. человек. Маркус с его огоньком, который Markus ar постоянно viņu удивляет. uguntiņu, kurš patstāvīgi pārsteidz. Томас, Настя Tomas, Nastja, и Филипп, Filips, который является такой основой для международного вещания, потому что он проповедует по-английски. Viņš ir tāds starptautiskais vēstnesis, tāpēc, ka viņš runā angļu valodā. Родители, Vecāki, не буду уже распространяться es tā kā дальше. neizplatīšos tālāk. Подталкивайте своих подростков к нам или что-то другое начните, но чтобы это было многоразовое мероприятие. Pastumiet savus jauniešus pie mums, bet lai tas nav vienreizējs pasākums, bet vairāk reizes С ответственностью в годы. ar atbildību uz gadiem. Сами присоединяйтесь. Paši pievienojieties. Потому что проповедовать Евангелие до края земли через интернет – это и есть выполнение великого поручения. Pasludināt evaņģēliju līdz pasaules malām caur internetu, tas ir Jēzus uzdevums. Идти вот в Елгаве, мы говорим, Елгава будет спасена. Mēs Как iet раз. Jelgavā, ja mēs sakam, Jelgava būs glābta, kad? Вот, началось. Sākās. Друзья, началось. В этом праздник началось. Draugi, sākās. Tas viss sākās. Нужна консолидация вокруг вот этих служений церкви. Vajag tāda tā kā savienošanās šajā draudzē. Это и есть служение, чтобы церковь выросла во Христа.
Tā ir kalpošana, lai draudze izaug Kristū. в Его мышлении, Viņa saprātā, в Его способности. spējās, Это и есть начатки tie arī ir sākumi. влияния церкви. Draudzes ietekme, Это уже. tas jau, Но нам очень нужна помощь. bet mums ļoti vajadzīga Нам palīdzība. очень нужны сценаристы. Mums ļoti vajag scenāristus. У нас есть еще несколько человек, они из другой церкви. Mums ir vēl daži cilvēki, bet viņi ir citā draudzē. Активная девушка-христианка сделала нам список якобы проблем подростков. Aktīva kristieta meitene uztaisīja tādu sarakstu, it kā esošās problēmas pie pusauģiem. И мы полгода крутили просто это. Mēs pusgadu tur rulējam. Преимущество. Дети Priekšrocība. становятся зрелыми Bērni kļūst pieauguši в этой ответственности. šajā atbildībā. Живут со Христом не только в воскресенье, но каждый день. Dzīvo ar Kristu ne tikai svētdienās, bet katru dienu. В этой ответственности и посвящении Ему. Šajā nodošanā un atbildībā Это служение для церкви, tā ir kalpošana draudzēji, пятигранное, piecšķeltnu евангелизм. evaņģēlisti. Это решение для многих подростков здесь войти в христианское общение и не просто развлекаться, Tas ir tā kā atbilde vairākiem jauniešiem, kas atrodas šeit, ieiet kalpošanā, nevis vienkārši izklaidēties, но создавать проекты. bet radīt projektus. И мы не только о проповеди Евангелия, там всего чего должно быть. Mēs ne tikai par to, ka sludināt evaņģēliju, bet tur ir jābūt viskaut kam. И я, заканчивая, я хотел просто, чтобы церковь, вы помолились Beidzot, es gribu, lai jūs, draudze, vienkārši lūdzat со всей верой ar visu ticību за этих подростков. pār šiem pusauģiem. Потому что атаки мы переживаем тоже нормальные. Uzbrukumus mēs piedzīvojam arī diezgan labus. Помолимся, пожалуйста. Palūksim, lūdzu. Тогда, может быть, встанем, хорошо, прострем руки. Piecelsimies, izstiepsim savas rokas. Аллилуйя. Halleluja. Jēzu, Jēzu, в Твоем присутствии, Бог, сейчас, tavā klātbūtnē, Dievs, tagad, в присутствии Твоего народа, tavas tautas klātbūtnē, Твоих храмов, tavu tempļu. мы благословляем этих людей. Mēs svētījam šos cilvēkus. Мы благословляем это служение евангелизма. Mēs svētījam šo evaņģelizācijas kalpošanu. Этих людей, Šos cilvēkus, кто сидит в зале сейчас, kas sēž tagad zālē, чье сердце ты хочешь, чему сердцу ты хочешь дотронуться, pie kuras sirds tu gribi pieskarties, чтобы это служение, Господь, для Тебя lai šī kalpošana ir priekš tevis, возрастало, lai tas pieaug, чтобы оно было могущественным, lai tas ir varens, чтобы оно влияло на каждом месте, lai tā ietekmē katru vietu, чтобы подростки, Господь, вырастали вместе с Тобой, lai pusauģi izaug kopā ar tevi, не номинально, реально, reāli. Во Nevis имя nomināli, bet Иисуса. reāli, Jēzus vārdā. чтобы это слово, которым они каждую неделю живут, Lai tas vārds, ar kuru viņi dzīvo katru nedēļu, оно распространялось в школах, lai tas izplatās skolās, в кафешках, kafejnīcās, чтобы проявлялась сила, lai parādās spēks, Твоя сила. tavs Потому spēks. что Ты сказал, Иисус, что будете проповедовать, а я буду подтверждать чудесами и знамениями Tāpēc, Jēzu, то, tu что вы teici, говорите. tad, kad jūs sludināsiet, es to apliecināšu ar zīmēm un brīnumiem, visu, ko jūs runāsiet. Я знаю, что здесь есть люди, Es zinu, ka šeit ir cilvēki, которые хотят Тебе служить, Бог, kuri grib tev kalpot, у Dievs, которых нет удовлетворенности, kuriem nav и которые apmierinātības, хотят делать больше. kuri grib darīt vairāk. И сейчас просто касайся их, Vienkārši tagad pieskaries, чтобы увидели, lai ierauga. что, может быть, здесь это место. Varbūt šī ir tā Может быть, vieta. эти люди это место. Varbūt šie cilvēki ir tā Через vieta. них уже можно научиться. Caur viņiem var iemācīties, Вместе делать это. iet un darīt. Там, Tur, во имя Иисуса. Jēzus vārdā. Благослови это служение Svētī šo kalpošanu во имя Иисуса Христа. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Спасибо вам еще раз, дорогие Paldies jums друзья. vēlreiz, Вы dārgie настолько draugi. круты.
Jūs Что меня esat аж spicie. эмоции кроет. Man emocijas kā pāri galvai. Да, спасибо.